Sveiki, drauge lietuviai, su jumis Mariana. Aš esu iš Baltarusijos, Minsko. Dabar kalbėsiu baltarusiškai. Привітання, сябри, і всі, хто мене і нас Олежка веде. Ну, сегодня 25 красавіка 26 года. Не пройшло і 5 днів після моєго дня народження. І ми знову йдемо на прогулку. Покуль я одна. І зараз я йду по вулиці Новгородській, піднімаюся вверх. Незабаві буду йти мимо Белорусской амбассады. Покажу вам. Я хочу сказать, что после подарунок, який зробив мені Олежка, степ-платформу, я її засваюю зараз. І ми вирішили, звісно, степ-платформа це добре, але свіже повітря є ще ліпше. Тому ми знову йдемо сьогодні в суботу у парк Вінгіс, щоб позайматися і знову поиметь пикничок. Я уже не все здимаю, не все пикнички и все наши занятки. Але сьогодні у тим, уже, ми так несколько разів вже робили, справа у тим, що я-то йду, а Олежка-то на ровери. Я колись здимала пару років тому. І ось зараз він поїхав, і ми з ним, він мене перехопить, ми з ним зустрінемося вже після Великої Максими на вулиці Альгірдо. Я хочу його засняти. Ось зелений, ось так само тут ровери, роверисти, мужонка, напевно. Ось. А я, звісно, на ровери ні у якому разі. А Олежка молодчина. И он тогда кольцами такими катается, где я иду наперед, потом вертается. И так и я иду, мне добре практикование, степ, ходьба. И ему езда на ровери. Это чудовно. Ось. Я ще раз хочу сказати велике дякую за віншування. Зараз уже у кадрі хочу сказати, а не написати текстом. Усім синам, перш за все, онукам. Онуки такі молодці. З одними ми сеанси сувязі увечері мали, такі на Укростовій. А днем молодші онуки з батьками вийшли со мною на совість аж со стадіона. Спортивна сім'я. І повіншували бабулю. Ось це я люблю і вітаю. А так само усім, хто мене повіншував, сябровки, приятельки, сябри, швейцарський сябр Тобіас, велике дякую. І там у соцсетках так само сябри на моїй сторонці, у Фейсбуку, велике дякую вам, привітання. Ну, я тим часом дійшла до Білоруської амбасади і зараз вже уйду з кадра і буду йти протягувати щось і казати, або дуже покажу картинку. Ось я стою біля забору і зараз вже от йду. Ось Білоруська амбасада у Вільнюсі. Нагадую, як вона виглядає. Ну, а тут, я гляжу, зовсім звузилася наша вахта святла и памяти. А что-то тут они изменили. Розные. Не по несколько человек на кожному. Тому зменшилася кількість портретиків. Они уже не помещалися, а зараз ось вони по 4, что ли, чоловіки, да? Раз, два, три, 4. О, это новшество, я такое не бачила ще. О, перший раз бачу, очинилась калитка. І хтось пішов у Білоруську амбасаду. Дівчина яка. Ось так. Ну, звісно, це наші там герої. І вони всі вже
погибшие, альбо померлые, и им светлая память. Ось, я подходжу до Великой Максимы, и там налево поверну за угол, тут девчонки идут, вот они, вильнюсовская молодь. Поглядите на их моду, на их вопратку, як вони зараз опринаються. Наші внуки старіші виглядають приблизно так само, так же само. Ось, ну от, пойдемо сюди так само наліво. Ось туди за вугол. Ось Велика Максима, я перейшла ось дорогу. І зараз пойду. Тут школка у нас. Ось прямо насупроть Максими. І хочу сказати про надвор'я. У нас попрохладніло, но приємно прохолодно, коли йдеш за плечником. У мене, як завсюди. Бачно? Ось, і Олежки заплечник, пікнічок же буде. Ну ось, і буде ще більш прохолодно, але сьогодні так не холодно, а приємно прохолодно. І мені подобаються хмарки. Показан був 2 каплі і стучки, але ніякого дождичка нема. Може ще буде ось там якісь більш темні хмари, куди ми йдемо. У парк Вінтгес. Ну що, наближається, вон он, Олежка вже, наближається наш вугол зустрічі. Це вулиця Шевченки, по якій я йду, і оця Кальгірда, по якій я пойду зараз, і Олежка буде їздити кругами. А він сюди приїхав своїм шляхом. Тут ми, звичайно, з'їм. А это не он. Это доставщик. Потому что он тоже в рыжей какой-то куртке. Я со своим сроком. Ай, это не Олежка был. Пробачьте меня. Я его стою чекаю, я не ведаю. Он, может, уже проехал это перекрыжевание. Он мусить ось оттуль по Альгірда. А мы ось туди, это Шевченки вулиця. А сюди ось тут такий дом будують. Ми пойдемо туди, я пойду, а він буде їхати. Тут велодорожка йде, він по їй буде туди-сюди, туди-сюди. Ми дійдемо до вулиці Чурльоніса. І прямо по Чурльоніса пойдемо аж до самого Вінгеса. Ну що ж, глядим. Ось велодорожка. Глядим, давайте ловим. Там едет кто-то, да? Давай, я хочу его подлавливать, как он будет подъезжать. А нет, это бегун вообще. Я зараз таки побачила, что это бегун. Ось тут такі доставщики їздять. Бачите? Так що, може, Олежка где-то згубив свій ровер і перейшов на бігуна? Не, я жартую, конечно. А это вообще бегунья. Это дівчина. А я нічого не бачу. Я таки бачу от криху. А деталі, вот, ну, мелочи, хто, що. Я не видно. А, ось, ти не у рыжем, ти в чорній курточці. А, і он, ти ж уже туди з'їздив, я так і казала. І ось, а я тебе там виглядаю. Привітання, повітайся. Давно ви тут привітання? Ні, ну хвилинки 2-3 потрындела, постояла. Нет, мне это тепло. Ну, ось такий мой роверист. Наш дедуля, спортсмен. Мы полечили ему 67 без малого с половой годов. И он ось так, как это, нарезая на ровери. Молодчина, ти у прямим сенсі нарізаєш круги вокруг бабулі. Ну ладно, давай, идем, добро? Давай, айда. Это так в Беларуси, в Башкирии, в Салавате, коли, вот мое детинство, мы когда, я не ведаю, чомусь, это, наверное, башкирское, татарское, может, слово, коли мы хотели говорить, ну пойдем, то айда, это, ну пошли, пойдем.
И все, мы понимали, и я привыкла. А зараз как-то учить, ну, как сказать, незвичайно. Айда. Ой, нагадує моє дитинство. Башкирско-Салаватская, Российско-федеративная. Все, вышла на оперативный простор вулица Альгирда. Идем далее. Хочу нагадать, что на Альгирда знаходится, альбо знаходилась, грузинская амбассада Саакартвела. Амбассада країни Саакартвела, как зовут у Литве, Грузию. І вона, ось будинок, такий котедж пригожий. І він, здається, стоит зачиненный. А нет, уже какие-то стихи, я не виду. Тут ранее было написано, что продается или что. Может, назад открыли? Что-то я не бачу этого знака. Ось, ну ось так. Это тут на улице Альгирда. А на вопрос насупраць наша это ресторация «Борщ». Украинский ресторанчик «Борщ». Ведайте, коли приедете, приходите, помахал мне кто-то террорист, приходите на улицу Альгирда и насупраць грузинской амбассады пойдите и отведайте. Такі смачні, така велика тарелка буде, порція, український борщ. Мой реверист. И закажите борщ от, это я говорю про ресторацию борщ от шеф-повара. И он будет с хреновухой, с такая вот мутненькая водка хреновуха, с привкусом хрена. И салом, такой будет целый натюрморт подан. Горелка будет, так? Потом будет сало, хлеб черный и чеснок и этот, как его, огурец, по-моему, соленый. Это будет все уходить у порцию до борщу. И эти, и булочка. Да, я чула, да. Ну и что? Ну я первый раз чую. Ага. А что сегодня? Суббота, 25 красовика. Что там у этих православных? Что там у них сегодня? Мы так само, кольки не ходили. Можем просто, час это, ніколи у той час не проходили. Ну, вон, златоглавая. Ой, на фоне таких туч, да, хмар таких темных. Эти золотые купола так прихожие глядятся на вот так, ну, как бы так, magnificent. Величественно. Ну что, нажмем? Не положено. О, загорелось. Мы нажимаем, как уже был зеленый. Олежка еще проскочила, я повинна почекать. Ось тут такий скверик. Я про його, звичайно, йду, але зараз вже пойду в солідарність з Олежкою, так, уздовж роверної дорожки більше. Покажу це ще раз. Ух ти, там такі хмари. Ай, куди ми йдемо? До Вінгіса. З Вінгіса йде. Ё-моё. А ми куди направилися? Ось про гэты, ви глядите, як цвітуть яблуні. Ай, пригоже як. Ой-ой-ой. О, яблуньки. Так ось про гэты скверик мы и выходим мимо гэтай церкви на улицу Чурлёниса. На улицу Чурлёниса. Папуся кругами выходит. А я по прямой. Ось. Сейчас меня машинка будет пропускать. Дякую. Ось. Тут этот ЗАГС. Роверная дорожка заворачивая. Колись я Олежку здымала. Ось. Папа, ты погляди, куда мы идем. Там такие хмары. Разрыв. А левее что? Ой, гляньте. Доставочка.
Ой, мне уже першая кропелька упала на твар, мою. Я ж, до речі, набила 2 таких, плащика дождевика недавно. Думаю, коли куди пойдем, і раптом дощ, возьмем і накинем. Ось. І, звісно, зараз ніхіна їх не взяла. І навіть думати про їх забыла. А тут якраз такой на дворі. Ой, такой, я вообще-то такой люблю. Ой, блин. Обожаю хмари, дощ, навальниці. Ой-ой-ой. Як мені не хапає этих катаклизмов. Ось. Ой, попусть. Мне уже кропельки на твар падают. Бачите? Это лютеранский сода, сад. Мы проходим мимо. Вот здесь ЗАГС. О, собачку выгулять. Ось это так глядится. И по улице Чурлениса наяриваем. Ну, что еще хочу сказать, идя по этой улице, что сочу, конечно, за подеями. Мы все сочим. І сьогодні, до речі, прослухала вельми цікаву розмову Ігоря Яковенка з яким-то викладчиком, наставником. От не веду його прозвища. Я так займалася справами і так слухала. Я хочу переслухати більш уважливо. Я поспробую знайти з посилочкою під гэтым відео. Опубликую. И, конечно, российский наставник. Не заезд и не забег. Заплыл. Да. Или выплыл. Будем выплывать. Вот. И они размовляли про там больше и про наставников, и про вучнів, але и про наставников, якими яны повинны быть. И одно питание было там задано, что не выховывают ли они циников этих вучнів. Ну, а этот каже, что да, уже выховали. Вот, які на чорне кажуть біле, які на белые кажуть синие, и так далее. То есть беспринципные, подстраиваются, конформисты. А еще, ой, пап, что будем робить? Уже дождь почався. І ведаєте, і кажуть, що а потім от такі наставники, які рисують вибори, малюють, це не про Росію казали, але це самі розумієте, про кого так само. Что потом они выховывают таких вучнів и такую молодь, которая называется «Я политикой не цікавлюся». Вот это я так само не люблю и лечу, что это неправильно. Только учиться моему предмету и шаг вправо-влево, все, ні в якім разі. Треба виховувати не тільки вучнів, набитих ведами, але по своему виду, але и громадянина, человека. Ось. И, конечно, я люблю. Ну давай пости. Виховували тих, хто будуть цікавитися. Цікавиться будуть. Вот балкончик, под ним постоим на крылечке таким. Ось. Стала на такое крылечко, бо почався дощ. І я у своїй праці наставницькій старалася завсюди, щоб мої студенти і учні цікавилися політикою, особливо студенти. Ну, а от як вони зараз цікавляться, або так же кажуть, я політикою не цікавлю, ну тоді я, звісно, буду засмучена. Это я сегодня про сегодняшнюю розмову Яковенки. А ты не пам'ятаєш, з яким он там викладчиком, наставником? Дмитрий. Физер, что такое? Какой-то, это какой-то этот самый ведомый. Я колись я чула. Я чула такое прозвище.
До речі, мені сподобалося, що він каже, говорить, був в Україні, зустрічався, говорить, з училками. Я завсегда кажу, що я училка, и меня не думаю, ой, как же так, где можно говорить училка? А мені сподобалось такий суперінтелігентний чоловік, учений, який там виховує не в учнів, а наставників, веде для їх всякі семінари, курси. И он каже, говорит, я общался с училками. Ну, это по-доброму учить и по-мудрому. Один вырос. Какого ты рогатала? Я рогатала, да. З його уст, он каже, вот им из таких учнів вырастают, ну, типа вот я не цікавлюсь політикою, альбо, типа, ну вот моя хата с краю, там, меня это не тычется. Ну, в общем, говорит, я сама забыла. Вялые. В общем, такое, знаете, говорит, говно вялое. Мне так вот из его уст вообще так цікаво. И точно, ну такое меткое выражение вырос, что вот коли люди дорослые, из таких детей, после таких вот наставниц, вырастают и становятся таким говном вялым. То есть, да, аморфное что-то. Даже эта субстанция может быть больше такой веселой, задорной, твердой и какой-то такой красивой, пригожей, бадерой такой. А может быть такой размазнёй, такой, вы знаете, никакущий. Вот такие люди вырастают. Какущий, да. Так вот, чтобы сами вы вырашаете. Обов'язково раю вам поглядеть эту розмову, послухать и вирішити для себя, вы до якой категории. Волнешка. Я же не ведаю. Коколка. Как? Коколка. Коколка. Ну вот, кто вы, коколка? Ти вы, какая-нибудь такая крепкая, наоборот, такая шишка, морква, какая-нибудь такая, пригожая, например, морква яркая, оранжевая, тверденькая, красивенькая, стройненькая, с зелеными такими очиком, корысненькая, смачненькая и метанакерованная. У добром сенсі. Ну ладно, ми стоїмо, там просвітлення, але воно не сулить нічого доброго. Ми попали. Ай, мы попали под дождь. Чекаем. Думаем, что далі робить. Мы постояли под балконом. Идем далі. Вирішили, что уже просветление дошло. И пошли далі по Чорльониса. У Вингис, так? Вирішили поки что идти далі. А оказывается, дождь протягивается. А мы не взяли ни одного парасоника. И вот этих плащиков. Ну, добре, у меня есть капюшонов, его, как-то он там называется, капюшон, капелюш. Ой. Но, заправды, вот там вот напереди я бачу сонце. Ну, такое, заправды, сонячне. Мой это такой ротик-фронтик нашел. Ну, я обожаю. Только бы на камеру вот это не повлияло, на сдымки. Так что, сябры, думайте, решайте, ці цікавиться вам політикою, ці ні. Ці сочить вам за подіями. Это я почала с того, что я сочу. А как же так же? Как же не сочить? За этим Армузским проливом уже 2 войны, за якими треба сочить. В Україні ми вже 4-й год сочим, а тут, на Ближньому Сході, ось, так само уже 2-й місяць сочим. І покуль конца і краю не бачно, а бачим тільки ескаляція. Ось папуся поїхав, круги ныряет. И, конечно, я лечу, что американский, тот, кто затеял эту войну, а так само и
Я думаю, його сподвиг, конечно, ягоний сябр. Ну так буду казати, це не я одна кажу, а вже назову. Уже підсихають, до речі. Ось дождик скончився. І будемо так казати, інтелігентно. Ізраїльський сябр. Ось, звісно, у них це питання виживаємості, екзистенціальна проблема. Ну, я маю на увазі з Іраном, які лозунг якого этого ксира, корпуса стражі ісламської революції, вони лозунг смерть Ізраїлю і смерть Америки. Ось тому вони і збудоражилися. Але этот заокеанский президент, и он, конечно, думал, что судить по своему оточению, якое ему лижут все месяцы, поддакивают, подыгрывают, и все кажут, все да, и скрывают, как бы, это неправильно. Треба казать правду и суперечить, но он этого не любит. Ну, и вот они не делают того, что, не робят того, что не любят. У вынику, и он подумал, что як и с оточением, и он притопнет ногой, прикрикнет, пригрозить тому Ирану. И за 3 дні, как Венесуэлу, за несколько годинов они выкрыли этого Мадуру, так и тут. Але ягоне оточение повинно было ему потлумачить, что такое Венесуэла по размерам краина, и вообще по природе, навод, по ландшафту. И что такое Иран? Горы, огромная территория, огромные туннели, целые подземные города. Ну там вообще технологии эти все. Ось. И так просто его не возьмешь. Треба было это все увеличивать. Но они ему это, лишь бы вот, что он каже, они все да. Ось и виник. А теперь у меня такое вражение, и не только у меня, что яны самі не ведають, і він сам не ведає, що йому робити, як йому вийти. Він хоче і твар, і перемоги. А іранці, от до речі, хочу сказати, я чую, звісно, від усіх, що іранський этот режим, это звери, это кровопийцы, это там, ой, ну супер-пупер. Я не ведаю докладно гэты режим, гэту країну. Я как бы верю на слово. Але, что я хочу сказать. За что я почала поважать Иран? Это тое, як треба змагатися за свої інтереси. Якими треба бути смілими, упартими і упевненими у своїй перемогі. І не бояться, головне, свого ворога, супротстоять йому, перечить йому. Ой, якраз тое, на что не здольне оточение американского президента. И не только его. Это характерно и для всех славянских народов, и для европейских народов. Все помалкивают, все боятся, все, ой, что почекать, выждать, и так далее. И не суперечить, как бы, начальству. Але іранці у гэтым сэнсе малайцы. І беларусам, я думаю, трэба было бы повучиться, як отстойваць свои интересы, свою борьбу и свою свободу и незалежность, а не разбегаться при виде уже не то что одного автозака, а то одного микроавтобуса, яким 7-8 силовиков, альбо нават одного тихаря силовика разбегается великая колонна людей. И першими убегают хлопцы и мужики. А девчины и женщины идут, как бы, смятение, альбо станут стоять. А гэтые все просто пятки только сверкают. Ну так и робите вы снова. Альбо як українці. Ось 2 приклади. Як треба змагатися за своє
вот за свои идеи, за свои, за свое, что ты разумеешь под своим. Ну пусть у иранцев это упартость такая, релігіозність якась там. Але я кажу про тое, як яны супрацьстаяць, не боятся, не сдаются, ніякие эти вот топания ножка этого старичка. А вовуле я хочу сказать, сябры, мне на стойке надоело. Вон уже солнышко. Ага, я уже... Саулиш? Да. Ну там дали снова новая порция. Вот, я хочу сказать, мне так надоело, что у свете, вот, светом правит, скажу Сергея Жирнова, старпёры, вот егоное слово любимое, только он его каже у полном варианте. Ось, я не хочу его, я скажу так, просто это человечество на земле змагається, это вот прошлое, минулое, замшелое, застарелое, вышедшее уже из ума, уже нездоровое по физичным, всякие проблемы со здоровьем, с менталитетом, стричье, ось, это вот поміж ими, это как бы минулое, и будучими лидерами, такими як Зеленський. Ну, от зараз поглянемо, що буде у этой Венгрії, в Угорщині. Этот, как его там, Мадяр, этот. Поглянемо, яким він окажется. Може, я не выключаю, что молодые лидеры политики так само могут быть вельми жорсткими и жестокими и неправильными. На дрэнным боку історії можуть бути. Ось. Але у цілому я лічу, що треба міняти. А у нас в країні? Ну що це таке сидіти? Без 2 місяців буде 32 года. Ну що нам? Неужели не зрозуміло, що я би обмежувала у політику на вибори не старейші за 65 років. Все, обмежування. Ну, як от з молодості там, со скольки можна. Ось. Ну, наприклад, в нашій країні, коли що не змінилося, з 35 років до 65. Ось тобі 30 років, є такий період активного, зрелого зросту, коли чоловік може баллотироваться и идти в политику. А далее все, иди, отпочивай, бо займись профессорско-выкладческой деятельностью. Иди, делись опытом с молодью, альбо пиши мемуары и книги. А тем часом я прошла вже Черльоніса. Проходжу Черльоніса. Ось, переходжу, тут, звичайно, ми завсюди переходимо на інший бок. Тут такий древляний дом. Зараз вже уйду із кадру і покажу вам. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ось оттуль я перейшла на цей бок. І ось тут стоїть таким вуглом криху, такий чудовний древляний домик двохповерховий. Ми перед ним завсюди переходимо сюди. И на этот бок тут такой, я не знаю, готель, туи такие вот, заборчик, да, в виде туи. Они мне нагадывают туи на нашем летище. И они уже вот такие вымахали. Я думаю, наши уже вышейшие, уже, ширейшие. Ось, може, ось такие пригожие, такие туйки, вот такой забор. И мы чуем такой шум, как будто река какая-то горная. А на самом деле это вот это шоссе, хайвей какой-то там. И праз яго перайсці, и будет уже Венгрия спочинаться. Ступаю на мостик. Вон папуся. И ось это шоссе.
А мне так подобается этот шум машин. Это как бы такой вечный рух, ніколи не смолкающий. Боротьба мусить быть такой. І нам мусить бути завсёды. Потому что жить и терпеть, это как тот наставник сказал, что какие люди вырастают. Да. Коли ось человек относит себе до того типу людей, я не цікавлюся політикою, это в кавычках, это ось прям тип людей. Их можно назвать терпилами. И они терпят, ой, какие пригожие кусты, эти, как их сказать, эти хмызняк. Ой, уже листики зеленые. Это я красавик люблю за это. Вон и на древах уже листики, вон мои древы. Ось. Так что вы терпилы или кто? Ага. Ось. Вы будете терпеть любого, кто над вами будет здекваться и вырашать за вас. Ну правильно, тут еще религия подмешивается. Религия учит быть терпилами, рабами. Говорится, терпи, нам велел, сам терпел, нам велел. Терпи и подчиняйся Богу, а Бог это начальник, то Бог не перечь ніколи начальнику, слухай його, підпорядковуйся, привітанечка. Я зараз сама сестиму. Ось. Першая древочка, привітанечка. Другое. Другое. Ось. Ось это такая толстенькая, широкенькая, классненькая. Привітання. Я з ними і розвітуюся, і вітаюся. Привітання четвертенькая. Ну, у нас есть пятая. Она больше такая, не такая толстая. Надо ее уже. Она не такая пригожая. Ну, привітанечка. Ось так. Ну все, и ось он парк Вингис. Ось мы уже и в парке Вингис. Тут наклоненные эти сосны начинаются. Я хочу вам показать, такие вот поилочки стоять по всему. И побольше с этими спортивными. Ось тут есть, значит, для бутылок. Для бутылок такая, да. Тут такая вот кнопка. Нажимаем. Ой. А что-то нема. Нема. Глядите, вот тут кнопка. Вот. Нажал бы, и тут мусить вода. И тут можно попить так, ртом. Там наповнить бутельку. І ще є ось для собачек поїлочка. Їм так само. Ну а чого це вона відключена? Это... А в минулый раз мы не подходили, я не ведаю. А ось далі буде ще одна, проверим. Чи працює вона, чи ні. Там, каля поля. Вона працювала в минулый раз. І ще я хочу сказати, що... Ой, птушки як п'ють. О, папуся с горочки как спустился. Вот папуся с горочки спустился. Ось. И вот поспиливали они, бачите? О. Уже какую-то палку ставили в пень, потом пень. Там далее есть яблоня. И я вот думаю, заквітнела яна, розквітнела яна, ці ні. Тому що минулий раз ще ні. А зараз я вже вам показувала, вот там, коля ЗАГСа, Лютеранського саду і церкви, як там стоять яблуні вже у цвіті. Сакури вже отцвели. Мы пришли ранее. А, стоит яблоня, вся расквітнела. Вон беленькая, глядите. Ай, прихожусь якая. Ай.
Ось така. Олежка мене все там фотографував. Зараз так само попрошу сфотографувати. І ось такі сосни тут нагадують это Палангу. Паланговський парк. Ну, коли-небудь вони ляснуться, альбо їх спілять. Ось гэта вообще в огуле така стрёмная. Ось. Какой там похлеще, чем Пизанская. Який вугол там уже. Знаешь, стоїть. Во! Так тут она не одна. Там ось зараз можно будет определить, где есть apple trees. Вот какая пригожость. Правда, мусорка тут вообще не в дугу. Сябры, Олежка каже, що це не яблуня, я як завсёди. Это что, папуся? Черемуха хіба? Черемуха мусить пахнуть. Не, это какая-то, может быть, можжевеловны. может быть, дичка тоже яблоня, но слишком много цветов. Ну, мне здається, далей там буде сапраўды яблуня. А ось тыя белые, а ось тыя белые. А лыча? Може, лыча? Мы ж не разбираемся у кветках. До речі, хіба ми не лічимо, що цвет яблуні, да, ось ця кветочка, це символ білоруський, не? Васильок. І ось такой, вон там тоже. Вот перші эти тренажери. Зато все, зараз із такої надвор'я буде мало дітей і батьків. А? Лыча это типа вот. Вот это лыча. Веток и ровно Ага. нет листиков. А кветочки уже кветочки, есть. это как раз, да. Так а где ж тая? Ее что, спилили? А где та и там? День Олежка фотографовал. Не, она была... Я остановилась, эти наклоненные были... наклоненные башенные были, как ворота эти... древы. О, на этих тренажерах никого нема. Ничего себе. Дождик всех спугнул. И вот это с мороженым стоит зачиненный. Но там дети есть. А леду вот это вазок стоит. Но леду зусім мало, зусім мало. А там буде ще одне перекрижування? Ці ні? О, так от зараз бачно, де тут такі древи, які, квітніють. Я раніше їх не зауважала. Ой, сябры, так чудовно. Как в лесу идешь там в парку. Гуляйте по паркам, ходите в ваших городах. Где там у вас парки? Не ленитесь. Просто подзарядитесь от природы. Не, больше не будет. Там уже идет вниз и поле уже. Вон дрова не нужны. Да, вот. Дерева, вы мои дерева, не рубили бы вас на дрова, не чернели бы пни, как прошедшие дни. Дерева, вы мои дерева. Я волнуем и вечно томим, колыханием, дыханием земным. Что не день, то весна, что не ночь, то весна. Зелено, зелено, зеленым. А вот и эта яблоня. Вось, я говорю, тут перекрыжаванне, но она ничего еще не цвіце. Вот это сапраўды будет apple tree, а для нее еще рано. Ось, і ось тут такі наклоненные сосны, ось, такими воротами. Ось их эта яблоня. Да, и она еще не. Да. Что не день, то весна, что не ночь, то весна. Зелено, зелено, зеленым. Мне бы броситься в ваши леса, убежать от судьбы колеса, где внутри
ваших крон все малиновый звон. Голоса, голоса, голоса говорят, как под ветром трава. Не поникнет моя голова, я и верить бы рад в то, о чем говорят, да слова, все слова, все слова. Ой, вы рощи мои, дерева, что вам головы гнуть, горевать, до беды, до поры, шумны ваши шатры, терема, терема, терема. Цудовная песня. Сподіваюся, вам сподобалася, як я хоч криху, часточку этой песни, сумбурненько так, акапельненько так, прям на природе, прям у Виньес-парке, премьера песни «Дерева», людей мало, и я иду и пою, а молю весь таки свой, такие степленький голос. Мы дошли до кафе, тут вот олень, оранжевый. Умчи меня туда. Какой-то там олень. Какой олень, я забыла. Ой, вот там поїлочка. Вот люди підходять, значить вона працює. Я так само хочу примочити. Отлі, почекаємо. Ось тут працює. Ой, да. Я його включила. Глядите, ось я натискаю. І ось так. Водичкой. И только что вон собачка попила. Да, пойдем мы. Ось наше поле, полем, белым полем дым. Волос был чернее стали, стал седым. Полем, белым полем дым. Волос был чернее, чудом смоли стал седым. Это Розенбаум, Александр. И, ведаете, бард, исполнитель российский, конечно, с моей молодости, на старейший. Ось, и мне некоторые его песни вельми падабаліся і до сих пор падабаюцца дагэтуль. І вельмі шкада, што гэты спявак, гэты, так сказать, творчы чалавек, ну, как бы, зэдзілся, ну, как бы, не знаходзіцца на правільным баку гісторыі, так будем казаць. Ну, што рабіць? Ён уже так само, ну, если нам уже под 70, так ему уже, может, под 80. Ну, где-то так, середина 70-х. Вось, і... Але ягоны вальс-бастон. И я записала, у меня есть на канале Марианна Гру-1 в плейлисте осенние песни. «Утиная охота». Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но таки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Конечно. Ой, голосок. Не, и мне вельми подобається. Я ой, скоро я під гітару виконувала, блин, в каких только компаниях, и в лесу, и в квартирах. Ой, и где-то еще в залах, там, всяких покоях, и на природе, и во весь голос, и на берегу озера Нарочно. Короче, и вокруг меня были люди, все балдели, и все подпевали, и в залах каких-то, в аудитории, там, это, лечить, это, я помню давно, гулять так гулять. Я вам помашу рукой,
не прощаюсь, говорю я вам, до скорой встречи. Все вернется, а вернется, значит, будем жить. Добрые слова, добрые идеи, ну, добрые песни. И я не собираюсь из-за того, что ён скурился, будем так казать, и не знаходится на правильном боку истории, адмоўліваць у ягоных песнях и не спевать их. Да. Казалось, тут нигде нема беседок на Так. выпадок дождю. Ну. Вот тебе такая беседка. У нас беседка это вось. Да, сцена. А вось там слева вон какие-то крыши, не? А, это сортиры. Ну вось, и это. И тому я усе добрые песни на русском языке, які мне падабаюцца і падавались маладосці, са студэнцтва, можа, з дзяцінства. І я не збіраюсь ад іх адмоўлівацца, ім здрадзіць і сказаць: все, я не буду больше, я их не признаю, они для меня не існуюць, і гэтак далей. Гэта неправільна. Я лічу, гэта неправільна. Гэтыя песні, мудрыя песні, прыгожыя песні, яны будуць заўсёды са мной. І на маім канале я іх ужо пакінула на памяць, как уж могла, выканала, акрамя самих аўтараў, там всех прафесійных выканаўцаў. А я пяю душой, сэрцам, я іх запісала, яны жывуць сваім жыццём, і у іх ёсць прагляды, лайки, і гэтак далей. Вось так, я гэтым аддала сваю дань. І тым ліку розенбаумовскія. У меня 2 песни. И вот это вот, я памятаю, как он пел эту песню. Полем, полем, полем. Такую там что-то войне посвященную. Но на той момент эта песня была вельми такая, произвела вражение. И мне запомнилась. Ну, папуся, кольки ты кругов уже наярил? Наяривает. Ну, глядите, дзиняма, парк ихний автомобилев. Весь стоит спокойненько. Ось там батьков детей нема. Туалет свободный. И я думаю, там, ну, конечно, на этих тренажерах уже могу приехать на машинках быстро. Дождик-то скончився. Ось, но уже будет нашмат меньше. Что нам и треба? Спокойненько я люблю. Для нервов, для физичного такого настрою и духовного настрою. Это вам не по церквям шляться. Там духовного настроя вы не набудете. И такого здоровья, спокойствия, душевного такого равновесия, равноваги. Это все на природе родится. Свободными людьми, не рабами никакими. Никто над вами не должен вам указывать, велеть, что вам робить и что отчувать. И вы не мусите жить и бояться покарания, что вас накажут за что. Вот еще одна поилочка. Бачите? Тут такие цивильные, то прибиральни. 3 кабины, 2 для таких огульных, а 1 для инвалидов. Для disabled people. Вот. И тут еще мойки для рук будут летом. Ось, вот папуля спешився. Да, ВЦТАС. Зараз мы их проверим, как они там. Ну вот эта вот сцена сзаду вот так выглядает. Так что ходите на природу в прямым и переносном сенсе. И я пошла, схожу на природу. Боливар, ты вытримаешь 2 или 3? Боливар спешився. И ось 2 заплечника везе. Після прибиральні я збагрила ему Боливару. Ну, а вот тут такое красивое, такое древо. Это сосна, да? Вон там Сонейка. И петрушки вообще. И такой, гляньте, раскидистый вот ствол, да? А ветви такие раскидистые. И под ёй стоит такая вот
лежанка. Я ніколи не бачила, щоб хтось тут сидеть незручно и лежать незручно одному. Ну кто-то один сидел, да? Ага. Тут ветки, которые подспиленные, они, видно, уже до земли вот так спускались. Во. Ой, птушки балдекают. Птушки, вот наши языки начинаются. Тренажерчики, 3. Тренажеры. Какое-то доследование, люди там, психологи высветлили, что коли люди чуют, ну, весь час чуют пение птушек, то как бы они себя отчувают более счастливыми. Это однозначно повышая как бы их уровень счастья. Ага, ага. Добре. Да, да. Добре. Зараз почекай. Ну ось. Чудовно. А ось там хтось от ще знайшлись, катаються. А так пустенько. Звичайно, ми тут коли вечори, стемніє уже, да, тоді вже ці діти з батьками вже заходять, стихає все. А зараз ще світло. А тут. И мы говорим, Вингес парк наш, и тренажер наш. Все у нас под деревом, и наш ровер под деревом, и заплечники под деревом. Все у нас, и каска, все у нас, шлем, все у нас под деревом. Шлема. Приехал Шлема. Боливар, давай. Ты мало еще наездивший, давай займайся. Разминочка невеликая. Но я хочу сказать, что мы тут будем зараз займаться. Але я уже снимать не буду. Шмат. Вот, крихо. Ну, ось попущу здиму. Ось так. Не свярозого человека. Умение тримать баланс. Ну, а вот это классно, мне там нравится. Это боковые, кстати, мышцы, как бы, так вот. Ламбада, ламбада. Вот это ламбада у нас. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да. Да-д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 а. Вон там солнышко, вот бачите, ось так. Короче, я спиняю нашу здимочку на час занятків, да. Ну все, я поки що спиняю свою здимочку на час, коли будем займатися, тому що не до гэтага. Я так само хочу порозмятися. І потім я ще зустрінемося. Сподіваюся, вам подобаються наші прогулки, і ви так само дишите з нами свіжим повітрям. Я хочу звернути і вашу свою увагу на вот гэтае древо. Яно такое пригоже. У минулый раз, а мы были тут, может, 2 тижні тому, мені здається. Яно таки починало. Я звернула увагу на його квіточки. І ось я подумала, що листики починають вилазити. Але гэта не листья. Гэта оно так квітнее. Листика еще нема. Подходжу ближе и показываю вам. Такое желтое. Они все облетят. Они облетят и все, и не будет. Глядите, какое пригожее. А что ж это за... Что это за кветки? Кто ведає? Напишите в комментариях, коли ласка. Ось было бы добре, коли б кто-нибудь написал у комментариях, что это за такое древо с такими кветочками. Во. Як оно называется? Ну, не липа же. Это же разве липа? И вот, видите, ось я нюхаю, и оно не пахнет. И оно не пахнет, а липа бы пахла бы.
І ось ствол такий. Зараз я отойду криху, покажу його на одлеглості, у весь рост. Ось як яно глядится на отлеглости. Такое высокое. Но это же не липа. Нет, я давно не веду, как какой-то древо кустарника. Ну, потом... А, это из кустарника выросло древо. С хмызняка. Справа в том, что липа, на самом деле, там беленькие такие, как бы кветочки беленькие и пахнут. А это желтые. Не, липа будет цвести у травня, як и все. Ты что? Ну, максимум там червень. А как же это? Липовый мед потом начинают продавать и кажут, что вот по весне выгуливали пчел по липам там. И они насобирали липовый медик. Ну, у липени-то вы так. Може і у липені, ну, може я помиляюсь. О, ось таке оно просто пригожусь. І коли от весною не прийти сюди, так і ніколи не звернеш увагу, що таке дерево росте в Вінгіс-парке. Папусь уже гребет отсюда. Ой, ми позаймалися і глядячи на хмари, які ось за мною збоку телевежі там, і піднявшийся вітер, ось такий більш-менш вітер. Ми вже позаймалися і йдемо на пікнічок. Звичайно, ми йдемо туди, ближче до виходу, там є наша скамеечка. Але там у випадку дождю, а там стрьомні такі хмари, може початися дождик, ми думаємо. Ми вирішили сьогодні криху змінити наші плани і маршрут, і місце знаходження на пікнічку. І вирішили поиметь пикничок. Глядите, где? На сёмом небе. Мы вирішили поиметь пикничок на эстраде. Там есть, коли подняться выше, там есть, ну, как бы уже козырек, крыша. И у выпадку дождю мы будем иметь дах над головой. Шелтер. Вот, зараз уже покажу без себе. Ось, глядите, полем. Билет номер 7. И ось знакомитая литовская эстрада у парку Вінгіс, где тут проходят разные концерты, могут проходить. И так само здесь, на этих приступках, збираються великі хори, там, ну просто шмат-шмат, тисячі удільників становиться туди. А тут ще десятки тисяч людей на усім полі з дітьми і так далі. І вони співають національний гімн Литви. Гэта адбываецца. А коли ж гэта адбываецца? Это Олежка вот. Олежка! Ты не памятаешь, коли они спевают хор? Ой, не хор, а гимн, а? У них просто есть такие святые песни. Они тут... Не, у них специально есть день, то ли день национального стяга, то ли день национального гимна, то ли... Может, слушай, у Липені, коли Міндауга там есть, это выходные. Ось, яны тут збираються і співають, такі рекорди б'ють по кількості удільників гэтага гімну. Ось, ми ні в одного разу не були тут, или бачили здимки. Ось, глядите, такі приступки уходять наверх під гэты дах. О. Ну что, пошли туда? Ну, а ровер у випадку дождю, Ничего себе не ставишь, что ли? ён будзе мог. Давай завези его сюди. Да, я буду назирать за ним, что нет.
Так а ты і так будешь назирать. Тогда, коли может дождь почнется, ён будзе под шелтером. А так оказалось, что у Олежки седло поролоновое, тут такая мягенькость. И попал туда дождь, и оно стало сырым. Нет, ну седло кожаное, но... Седло кожаное? Но тут будет сверху. Сверху чехольчик такий, я намок. Коли мы стояли там под балконом. Туди далей криху, да? Зайдусь, заберусь, і я так і залазь. Ну ось, починаємо брати наступну вишеню. Ні, ми з тобою колись підіймалися сюди. В самому початку. Ух ти, а вон, глядите, як Давай там подивимось. по этих приступках. Глядите, як він. Это, как сбежал по этим приступкам. О, тут голуби. А, тут закаканность. Точно. С конца даху якраз. І ми тут з тобою заходили колись, коли тільки починали жити у Вільнюсі. І, ну, ух ти, эти для стягов. Для стягов эти, не, эти вот шесты ветром телепаются. Так ось мы, коли открыли для себя парк Венгіс, мы сюда поднялись один раз, посидели, але пикничков у нас еще ніколи не было. А сегодня мы вирішили менавіта посидеть. Уже криху вышей навіть? Все, он нас поднимался, можно сюда. Мы пойдем туди, він попрыгал по этих приступках, сошел. Ну, мы как бы не мешать человеку, не заминать. Ну, ось, бачите, дети з'явилися. Ой, уже на своих этих машинах. Вось, я уже сдымаю, мы под дахом. А ведь здесь вышли гулять, значит, дождя уже не будет. Ты думаешь? Давай криху вышей. Криху вышей будет. Давай выберем, на якой вышине будем. Где детей не чуть? Ну, добре. Мне нагадує Нярись, коли ми там по приступках так само. А тут протікає. Я думаю, у випадку дождю. Не, ну просто забывай, снег сюда залетает. Ух ты, а что это там? А что там за гук? Там уже дождь уже? Так само вот сидит, а не скажу. А ми за таким козирьком, правильно. Ось все, зараз будемо накривати поляну. Ззаді нас є ще є приступочки, але ми во. Хе-хе. Ей, ви там. Ну глянь. Сябры, как так может быть? Только мы пришли, ну слава богу, не туда пошли. Ну тут же, тут никого не было. Тут же за нами парочка пришла и недалеко садится. Ну я не знаю. Если Ну, мы шли так, то люди сидели. ну не знаю. Я люблю, как бы уже никому не заминать, или и нам как бы посидеть спокойно. Ой, какое небо пригожее. А, и вот такая вот. Отсюль так красиво снять. Грешний кавалок неба. Бачиш ти на вльот, що тобі завтра треба, що тобі як своє, раніцей свіжий подих, ті вечоровий змрок, дай мені руку і пойдем, тихо за кроком крок. Ну тихо не отримовується, що то тут Тут як звичайно. пілюкає. Ще був от Тітас, то есть тут такой-то. Ага, ще був Ваня, тут був Коля. Олегас Ір Маріанна. Ну все, готовим полянку От, ще перед був полем. Ваня, Ну ось, сябри,
Мы и накрыли полянку на одной из скамеечек, находимся под эстрадой. І у нас починається пікнічок, а з вами ми будемо розвідуватися. Великий дякую, що погуляли з нами сьогодні. 25 красовика 26 году. Послухали то, що я розказала. Я ще хочу сказати. Коли ласка, запрошую вас на свой третий канал Маріанна Гру 3. Там з'явилося нове відео. Я его специально там опубликовала, присвячене моєму однокурснику Ігорю Шостаку, якого вже нема, на жаль. І ось в пам'яті Ігоря Шостака я записала, і там фото цікаві з нашої молодості. Коли ласка, поглядите то відео, ну и лайкните его. Можете подписаться на той канал, потому что час от часу там, я уже планую, будут з'являться некоторые видео. А сегодня уже розвітуємося, велике дякую і давай, папуся, за сьогоднішню променад у Вінгіс, да ще й на естраді, в самому серці Вінгіса. Su jumis buvo Olegas ir Mariana. Viso gero. Iki kito karto. До новых встреч!